Добрый день, здравствуйте. Можем начинать сегодняшнее мероприятие. Это 7-й Абхазо-Российский деловой форум, инициаторами которого являются Министерство экономики Республики Абхазия, Министерство экономического развития Российской Федерации при поддержке администрации президента Российской Федерации. Сегодня будет довольно насыщенная программа, ряд площадок по разным направлениям, по самым актуальным вопросам взаимодействия России и Абхазии. С удовлетворением можно отметить, что год от года форум развивается, становится более авторитетным и ориентированным на достижение практических результатов. Прежде всего, хотел бы поблагодарить гостей форума, бизнесменов и государственных деятелей России за высокий интерес к нашей стране, ее экономике и перспективам развития. За истекший год экономика Абхазии показала не только способность выдерживать шоки, связанные с кризисными процессами мировой экономики, но и продемонстрировала возможности для развития. Важным макроэкономическим показателем развития экономики является рост собственной доходной части государственного бюджета на 35%, а по сравнению с 2014 годом на 50%. Эти результаты достигнуты не только благодаря более эффективной работе фискальных органов, но и росту налогооблагаемой базы. В 2016 году продолжилось заметное снижение внутреннего и внешнего государственного долга. Хорошие показатели демонстрирует банковская система. Повышается качество коммерческих банков, растет прибыль банковской системы. Кредитный портфель Банка Абхазии вырос на 43% и достиг 1,6 миллиардов рублей. Реализуются эффективные программы кредитования малого бизнеса. Качество кредитов многократно выросло. Налично-денежный оборот по приходу в Республике Абхазия в первом полугодии 2016 года вырос на 126,4%. Более эффективно, чем в прошлом году, идет реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. В 2016 году планируется завершить работы по 184 объектам, и на данный момент по программе профинансирования более 1,7 миллиарда рублей. При этом стоящие перед нами проблемы социально-экономического и инфраструктурного характера определяют необходимость ускорения темпов и повышения качества экономического роста. Совершенно очевидно, что ключевой потенциал интенсификации развития находится в плоскости абхазо-российского экономического сотрудничества. Отношения союзничества и стратегического партнерства, сложившиеся между Абхазией и Россией, предоставляют нам уникальные возможности для всемирного развития и укрепления экономических связей, реализации инвестиционных проектов, широкого участия российского бизнеса в абхазской экономике. Нынешний форум представляет собой прекрасную площадку для обсуждения самых актуальных вопросов абхазо-российского экономического сотрудничества, стратегических проблем, обмена опытом и апробации идей и решений, направленных на интенсификацию двусторонней кооперации. Очень важно, чтобы этот разговор носил откровенный и заинтересованный характер, имея в виду и целый комплекс общих проблем и вызовов, стоящих перед экономиками и бизнес-сообществами наших стран. В Абхазии идет постоянный поиск точек роста, тех возможностей, которые позволят нам наполнить реальным экономическим содержанием наш суверенитет, выведут государство на приемлемый уровень самофинансирования. Основными драйверами экономического роста в нашей стране являются туризм и сельское хозяйство. И очень важно, что работа двух круглых столов форума посвящена развитию этих отраслей экономики в контексте сотрудничества с Российской Федерацией. Экономический рост без инвестиций невозможен. Это прописная истина. В стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года и других документах особый акцент сделан именно на привлечении инвестиций на поддержку бизнеса. За последнее время был принят ряд мер для улучшения делового и инвестиционного климата в Абхазии. Однако остаются нерешенными и проблемы
сдерживающий рост российских инвестиций в экономику Абхазии. Рассчитываю, что в рамках круглого стола по улучшению делового климата в Абхазии будут идентифицированы наиболее проблемные точки, в том числе касающиеся институциональной среды, и сделаны конкретные предложения по преодолению инерции в инвестиционном сотрудничестве наших стран. Абхазия заинтересована в участии в интеграционных процессах на евразийском пространстве. Мы готовы активно работать над тем, чтобы снимать барьеры на пути развития торговли, движения инвестиций, технологий. В основе стратегии развития Абхазии должна быть открытость к сотрудничеству, к международной кооперации. Определяющую роль в этой связи играет полноценная реализация всего комплекса соответствующих мер национального и двустороннего характера, предусмотренных договором о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией. Рассчитываю, что предложения и рекомендации форума, достигнутые на нем, конкретные деловые договоренности будут успешно реализованы, способствуя в целом развитию и укреплению союзнических отношений между Абхазией и Россией. Желаю вам интересной и плодотворной работы. Спасибо. Мне сегодня выпала честь зачитать приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина гостям и участникам 7-го Российско-Абхазского делового форума. Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия в Сухуми 7-го Российско-Абхазского делового форума. В эти дни мы отмечаем вторую годовщину договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Абхазией. За это время отношения между нашими странами в военно-политической и социально-экономической сферах вышли на новый уровень, приобрели характер истинного партнерства. И, конечно, мы значительно продвинулись в вопросах наращивания межрегионального взаимодействия, развития сотрудничества в области инвестиций, торговли, туризма, АПК. К примеру, продукция абхазских сельхозпроизводителей была широко представлена в Москве на агровыставке «Золотая осень-2016» и получила самую высокую оценку организаторов и гостей форума. Неизменным успехом пользуются курорты Абхазии, на которых в нынешнем году побывало около 2 миллионов российских граждан. Воплощаются в жизнь другие совместные планы и инициативы. Уверен, у нас есть все возможности, чтобы существенно укрепить потенциал нашего сотрудничества, наполнить его новыми содержательными идеями и проектами. Желаю вам плодотворной, конструктивной работы и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. В своем вступительном слове я хотел бы кратко охарактеризовать уровень сотрудничества между нашими странами, который на сегодняшний день установился. Прежде всего, мы руководствуемся теми договоренностями, которые достигаются на высшем и высоком уровне. Диалог между нашими президентами характеризуется высокой динамикой и продуктивностью, проходит в духе взаимного уважения и готовности к сотрудничеству. У нас сформирована прочная договорно-правовая база, она насчитывает порядка 90 двусторонних соглашений, межправительственных документов. И сегодня, кстати, в рамках форума также нам предстоит подписать целый пакет двусторонних договоренностей, соглашений. 5 из них подпишутся на пленарном заседании. И что отрадно, все 5 касаются уже конкретных намерений деловых кругов, представителей бизнеса и инвестиционного агентства по развитию конкретных проектов на территории республики. Без сомнения, такой позитивный опыт, внешнеполитический контекст, который у нас сложился, он оказывает непосредственное влияние на экономическое содержание отношений между нашими странами. Я, с вашего позволения, вкратце позволю привести те цифры товарооборота, которые на сегодняшний день являются актуальными. За январь-август 2016 года наш товарооборот составил 162 миллиона долларов США, и отрадно отметить, что мы фиксируем рост на 5%, но тем не менее рост, что на самом деле сегодня крайне актуально, поскольку с остальными соседями в целом, с учетом всех внешнеполитических, внешнеэкономических конъюнктур и особенностей, у нас все-таки фиксируется небольшое снижение. С Абхазией у нас есть рост, что говорит о том, что наше сотрудничество находится в стадии развития и в таком позитивном, как модно говорить, тренде. На территории Республики Абхазия на сегодняшний день зарегистрировано 190 компаний со 100% российским участием и порядка 406 совместных предприятий. Продолжается реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Здесь тоже важно отметить, что
И эта программа начинает приобретать качественно новый уровень. Если на предыдущих этапах она в основном состояла из мероприятий, связанных с развитием социальной инфраструктуры, что было абсолютно оправдано, надо было создать условия для хорошей, качественной жизни людей на территории Абхазии, то сейчас в нее начинают включаться мероприятия, которые в первую очередь направлены на развитие и стимулирование экономического роста, на наращивание налоговых, неналоговых доходов республики. И это тоже очень позитивно. На эти цели в программе зарезервировано 2,1 миллиарда рублей. Из них 900 тысяч выделяется государством на финансирование бизнес-проектов в части строительства инфраструктуры к объектам, а 1,2 миллиарда рублей готовы вложить в виде кредита специально созданному инвестиционному агентству. Большинство проектов, которые предполагается финансировать за счет этих средств, они сегодня представлены на выставке, они касаются развития инфраструктуры в области туризма, сельского хозяйства, жилищного строительства и так далее. Иными словами, создается та база, которая может стать основой для дальнейшего экономического роста и, в отличие от социальной инфраструктуры, в дальнейшем будет порождать не дополнительные финансовые обязательства, а скорее возможности для роста доходов. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать компаниям, которые представлены сегодня на выставке и получают софинансирование, планируют эту совместную работу, успеха в их деятельности. Конечно, существует большое количество факторов, оказывающих непосредственное влияние на инвестиционные активности. Здесь очень важно продолжать работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, создавать привлекательные условия для потенциального инвестора. Но в целом мы видим и налоговые условия, там есть таблицы, которые есть сравнение российских и абхазских условий. В целом мы видим, что с этой точки зрения условия для бизнеса создаются, есть специальные условия для инвесторов, которые приходят и могут получать дополнительные льготы. Важно, чтобы и администрирование этих льгот тоже было на должном уровне, и уверенность в успехе этих проектов у инвестора появлялась на протяжении и оставалась на протяжении всего реализации. Важно отметить, что Абхазия стала одним из партнеров объявленного Россией курса на импортозамещение. Абхазское вино и цитрусовые пользуются традиционным спросом у потребителей в России, однако необходимо расширять экспорт этого вида продукции. Российский рынок полностью доступен для абхазских сельскохозяйственной продукции. У нас представлены проекты в области сельского хозяйства, которые также позволят увеличить объем и обеспечить поставки этой продукции. Сегодня у всех интересующихся этой важнейшей темой двусторонних отношений будет возможность обсудить все насущные проблемы, которые есть в этой отрасли. У нас будет проводиться специализированный круглый стол по этому вопросу. Земля Абхазии традиционно является для россиян и излюбленным местом отдыха. По нашей информации, по статистике нашего агентства по туризму, в 2015 году в Абхазию с целью туризма въехало 3,8 миллиона российских граждан. И по итогам года Абхазия заняла первое место по количеству туристов, посетивших, по количеству туристических поездок из Российской Федерации. Поэтому абсолютно оправданным является присутствие в программе нашего форума круглого стола по развитию туризма. Еще 2 круглых стола также посвящены 2 актуальным темам: от сотрудничества в сфере электроэнергетики и вопросам экономического развития в условиях санкционного давления. Здесь на самом деле во многом и России есть чему поучиться или рассмотреть опыт Абхазии, который долгое время находилась в этих непростых условиях. И сегодня я тоже думаю, что участники форума смогут это обсудить. Наш форум, наверное, впервые полностью оправдывает свое название. Название делового форума. Если посмотреть российскую делегацию, мы примерно посмотрели процентаж участников, у нас делегация на 80% в этом году представлена деловыми кругами, представителями бизнеса. Это очень важно, это говорит о том, что конкретные интересы российских предпринимателей теперь имеют возможность прийти в Абхазию, обсудить те вопросы, которые у них есть, и добиться каких-то договоренностей, установить новые контакты. Я уверен, что такой состав участника позволит решить все задачи, которые мы перед ним ставим. Это площадка для формирования новых идей, новых перспективных направлений сотрудничества. Я желаю всем участникам достижения конкретных договоренностей и успешной реализации совместных проектов. Спасибо. Уважаемый господин президент, уважаемые участники форума,
Как мы видим, мировой экономический ландшафт постоянно меняется, и прорывные технологии все чаще вытесняют традиционное производство, снижаются цены на сырьевые ресурсы, энергоносители, нарастает геополитическая напряженность. Экономика Республики Абхазия, во многом ориентированная на своего главного стратегического партнера, Российскую Федерацию, с одной стороны избежала тяжелых последствий этого кризиса, но при этом зависела от процессов, происходящих в российской экономике. Сегодня можно говорить о том, что экономика Абхазии сумела адаптироваться к новым экономическим реалиям. На фоне общего экономического роста заслуживают внимания некоторые структурные изменения, происходящие в экономике. Процессы импортозамещения, о которых только что говорилось, привели к росту экспорта, наблюдается рост промышленности, серьезный рост демонстрирует туристская отрасль. И в целом финансовый результат деятельности предприятий республики по итогам 9 месяцев оказался положительным. Банковский сектор Абхазии не может развиваться изолированно от процессов, происходящих в экономике в целом. Ввиду того, что официальной денежной единицей Абхазии является рубль Российской Федерации, а банки Российской Федерации являются едва ли не единственным платежным окном в мир, банковская система Абхазии сильно зависит от состояния банковского сектора Российской Федерации. Сокращение внешнего фондирования, санкции, под которые попали многие крупные российские банки, а соответственно и сокращение корреспондентских сеток отечественных банков, необходимость соблюдения требований ФАТКи – вот лишь некоторые вызовы, с которыми столкнулась банковская система Абхазии за последние несколько лет. Все эти факторы требовали, помимо планомерной текущей работы, оперативного принятия нестандартных решений практически по всем основным направлениям деятельности. В 2016 году Банк Абхазии продолжил политику по оздоровлению и укреплению банковской системы Республики Абхазия. На сегодняшний день институционально банковская система страны представлена 9 кредитными организациями, 8 коммерческими банками и 1 РНКО. В республике действует 8 филиалов, 26 дополнительных офисов, 16 операционных касс. Собственный капитал кредитных организаций на 1 октября 2016 года составил 821 миллионов рублей, оплачены 374. По большинству показателей деятельности кредитных организаций Республики Абхазия в 2016 году наблюдается положительная динамика. Наибольшее увеличение наблюдается в привлеченных кредитными организациями ресурсах. За 9 месяцев этого года они увеличились на 1 миллиард 700 миллионов рублей, на 37%, и составили 6,1 миллиарда рублей. По сравнению с началом 2016 года на 900 миллионов рублей увеличились средства на счетах юридических лиц в банках Абхазии. Рост пассивов банковской системы способствовал увеличению кредитного портфеля кредитных организаций. Сегодня совокупный портфель банковской системы Абхазии составляет 3 миллиарда 700 миллионов рублей, из которых 1 миллиард 600 – это средства Банка Абхазии, предоставленные им в качестве кредита рефинансирования. Структура кредитных организаций сегодня выглядит следующим образом. Структура кредитного портфеля. 1 миллиард 800 миллионов, это около половины всех выданных кредитов, предоставлено в качестве кредитов юридическим лицам. 700 миллионов, это 20%, это индивидуальным предпринимателям и 30% физическим лицам. Увеличивается постепенно срок предоставления кредитов. Если ранее подавляющая часть кредитов выдавалась на срок до 1 года, то на 1 октября 2016 года 72% кредитных ресурсов предоставлено на срок более 1 года. В течение 9 месяцев 2016 года улучшалось качество кредитного портфеля кредитных организаций. Доля стандартных суд увеличилась с 32 до 40%, в то время как доля сомнительных суд снижалась с 25 до 17%. Финансовый результат кредитных организаций республики в целом демонстрирует поступательный рост. Сократилось количество убыточных банков. Если в 2014 году из 8 коммерческих банков только 3 завершили год с положительным финансовым результатом, с прибылью, то по итогам 9 месяцев 2016 года таких банков стало 6. Конечно, есть и проблемы в системе. К сожалению, до сих пор 2 крупных банка находятся в зоне убытков, что обусловлено как системными проблемами, это отсутствие механизма реализации судебных решений и реального обращения взыскания на заложенное имущество, так и ошибочными управленческими решениями,
характеризовавшимся высокой степенью кредитных рисков. Несколько слов о деятельности Банка Абхазии. Поскольку основной целью деятельности Национального банка Республики Абхазия в соответствии с законом о Нацбанке является защита и обеспечение устойчивости денежного обращения в Республике Абхазия, максимизация прибыли Банка Абхазии в результате эффективного использования имеющихся у него ресурсов становится единственным способом накопления капитала с целью дальнейшего кредитования экономики. Эта задача становится еще более актуальной на фоне существующих обязательств по выплате Банком Абхазии 700 миллионов рублей субординированного кредита. На сегодняшний день Банк Абхазии исправно выполняет свои обязательства по выплате субординированного кредита, и несколькими траншами уже выплачено 264 миллиона рублей. К концу 2020 года обязательства должны быть погашены в полном объеме. Это неминуемо влечет за собой сокращение совокупного портфеля кредитного банковской системы и устранение возникающего в связи с этим дефицита ресурсов. Банк Абхазии видит главным образом за счет повышения эффективности ресурсов и увеличения прибыли. Благодаря использованию новых для Банка Абхазии инструментов, таких как овернайты, валютные интервенции, процессинговые услуги, Банку Абхазии удается наращивать операционную прибыль. Так, если в 2014 году операционная прибыль Банка Абхазии составила 44 миллиона рублей, в 2015 году 89 миллионов рублей, то по итогам 2016 года она впервые в истории Банка Абхазии превысит 100 миллионов рублей, по нашим оценкам составит около 130 миллионов рублей. Со второй половины 2015 года Банк Абхазии использует специализированные механизмы рефинансирования кредитных организаций, и была запущена программа кредитования среднего и малого предпринимательства на сумму 200 миллионов рублей, в рамках которой было профинансировано 149 проектов в сфере производства услуг, торговли и сельского хозяйства. Учитывая большую потребность в ресурсах наших граждан кредитных, в 2016 году Банк Абхазии запустил кредитованию потребительского кредитования лиц граждан Республики Абхазия, получающих заработную плату, пенсии и другие выплаты на банковские карты АПРА. На эти цели предусмотрено выделение 300 миллионов рублей. На сегодняшний день 90 миллионов освоено, более 2000 граждан Абхазии получили потребительские кредиты. Стоит отметить, что данный вид кредитования отличается от других высоким качеством обслуживания долга, поскольку кредиты погашаются своевременно и в полном объеме. Помимо реализации программ кредитования, Банк Абхазии в 2016 году продолжил вести активную работу по развитию национальной платежной системы АПРА, направленную на рост эмиссии банковских карт, расширение терминальной инфраструктуры и интеграцию с национальной системой платежных карт России НСПК. В 2014 году держателей карт АПРА было 1700 человек, к концу 2015 года чуть более 20 тысяч, на 1 октября 2016 года в Абхазии более 60 тысяч человек обладают картами АПРА. Во многом столь бурный рост обусловлен реализацией программы по переводу пенсионных начислений и зарплат сотрудников бюджетной сферы республики на карты АПРА. Увеличение количества держателей карт АПРА способствовало развитию платежной инфраструктуры. На сегодняшний день на территории Абхазии функционирует около 100 банкоматов и более 700 посттерминальных устройств, установленных в различных торгово-сервисных предприятиях страны. Растет объем операций, осуществляемых в НСПК АПРА, национальной платежной системе АПРА. По итогам 2016 года оборот составит 6 миллиардов рублей. Развитие платежной инфраструктуры способствовало увеличению доли безналичных расчетов, осуществляемых туристами, посетившими Абхазию. В 2016 году туристы, используя банковские карты международных платежных систем Visa, MasterCard, обналичили в банкоматах Абхазии почти 2 миллиарда рублей. А ежедневные платежи в торгово-сервисных предприятиях по картам международных платежных систем в летний период достигали 3-4 миллионов рублей. Слабая устойчивость, технологическое отставание, дефицит профессиональных кадров, отсутствие доступа к иностранным финансовым ресурсам на фоне растущих угроз и вызовов значительно усложняют задачу развития формирования зрелой, современной, устойчивой банковской системы Абхазии. Но тем не менее банковская система Абхазии хоть и медленно, но развивается,
В результате растет доверие наших граждан к абхазским банкам. Об этом говорят цифры. Объем вкладов населения на счетах коммерческих банков Абхазии стабильно растет и сегодня составляет 1 миллиард рублей. В завершение хочу отметить неоценимую поддержку, которую нам оказывает Центральный банк Российской Федерации, правительство Российской Федерации, без которой достижение результатов, о которых я говорил выше, было бы крайне сложно, и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо за внимание. Думаю, ни у кого не вызывает сомнений, что сформировать высокий уровень жизни людей в стране без динамичного развития экономики исключительно за счет административного ресурса, за счет каких-либо субвенций, помощи в долгосрочной перспективе в принципе невозможно. Поэтому главным приоритетом государственной власти любой страны, ориентированной на развитие, становится формирование благоприятных экономических условий, способствующих реализации людьми своего потенциала, благоприятного инвестиционного климата. Республика Южная Осетия – молодое государство, прошедшее многие невзгоды и трудности на пути своего становления. Конечно, многое, что удалось сделать за эти годы, было реализовано благодаря помощи нашего братского народа Российской Федерации. Сформированы основные институты государственности, обеспечена безопасность наших граждан. За последние годы отстроены и благоустроены наши города, дороги и инфраструктуры. Но сегодня мы выходим на новый этап государственности, на формирование устойчивого самостоятельного развития нашей республики. И такое развитие может быть обеспечено только при создании в стране привлекательных условий для деловой инициативы, для частного капитала, для зарубежных инвесторов. Для реализации всего нашего инвестиционного потенциала сегодня многое делается, и в этих условиях мы находим полную поддержку и со стороны администрации президента Российской Федерации, и со стороны правительства Российской Федерации. Многое, особенно в формировании благоприятной правовой среды, нам уже удалось сделать. Так действует межправительственное соглашение с Российской Федерацией о режиме беспошлинной торговли. Действует инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию на 15-17 годы. Принят ряд целых законов, защищающих и стимулирующих предпринимательскую деятельность. Ставки акцизов, налоговых и таможенных платежей в основном существенно ниже российских. Производственные потребители не испытывают дефицита в поставках газа и электроэнергии. Подключение новых производств осуществляется за счет государственного бюджета. Тарифы и цены, как правило, ниже, чем в близлежащих регионах Северного Кавказа. Дорогие друзья, уважаемые участники форума, прежде всего начну с почетной миссии, которая сегодня выпала мне. Хочу зачитать приветствие главы Республики Крым Сергея Аксенова. Дорогие друзья, сердечно приветствую организаторов и участников 7-го Абхазско-Российского делового форума «От стратегии к истории успеха». Проведение форума является важным событием, которое, несомненно, внесет вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, создаст стимулы для дальнейшей совместной плодотворной работы. Крымско-абхазские отношения имеют многовековые исторические корни. Нас объединяют берега Черного моря, исторические древние города и храмы, многовековое торговое, культурное, духовное общение, а также высокие стандарты, увековеченные в памятниках архитектуры, письменности, изобразительного искусства, гуманистические идеалы наших народов. На землю исторической Тавриды, как и в страну души, Абхазию, пришли первые христианские проповедники, мученики, философы, глубоко почитаемые на всем нашем цивилизационном пространстве, которое плотно связало узами дружбы и сотрудничества Крым и Абхазию. Сегодняшним подтверждением этих отношений является подписанное в Ялте 15 апреля 2016 года соглашение между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Убежден, что в нынешнее непростое время вместе мы сможем противостоять угрозам и вызовам сегодняшнего мира, вывести
крымско-абхазское сотрудничество на высокий уровень, отвечающий общему дружественному характеру российско-абхазских отношений. Мы рассчитываем, что проводимый сегодня в Сухуми форум поможет создать благоприятные условия для расширения торговли и обмена опытом в сферах экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества, будет активно содействовать установлению прямых контактов между представителями заинтересованных деловых кругов и наших муниципалитетов, обмену информацией о существующих возможностях и потребностях Крыма и Абхазии. Желаю всем участникам форума интересных дискуссий, успешной и плодотворной работы. Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Я несколько слов скажу от себя, поскольку мы на 7-м форуме находимся. Хочу сказать, что я уже 14-й раз присутствую на российско-абхазских форумах. У меня не двоится сознание. Поверьте, я присутствовал на 14 форумах за последние 16 лет. 4 было московско-абхазских, 3 было гуманитарных форума и 7 деловых форумов. И все эти форумы, безусловно, дают очень важный импульс нашим двусторонним отношениям. Я думаю, что все вы прекрасно знаете, что мы связаны теми древними узами, которые упоминаются и в послании Сергея Аксенова. Если вспомнить греко-скифское государство, Боспорское царство, Пантикопей и Херсонес, которые существовали на земле исторической Тавриды, действительно были связи теснейшие с тех времен, с Диоскурией, которая процветала на этой земле. И интенсивные торговые обмены тоже существовали. И когда я посмотрел исторические документы, какие же были проблемы в те времена, я обнаружил там такие темы, как поддержка торговли и ее безопасность, как неприкосновенность имущества торговцев. А в сегодняшних справках, которые я готовясь почитал, сказано о том, что есть проблемы, которые требуют обеспечения гарантий коммерческой деятельности, урегулирования земельно-имущественных отношений. И я понял, что за 2500 лет почти ничего не изменилось. Если посмотреть действительно на эти проблемы, наверное, мы можем сегодня их объявить нашим незыблемым историческим наследием. Если говорить без шуток, то, конечно, подготовленная программа форума исключительно актуальна. Хочу подчеркнуть, что все вопросы, включенные в нее, и связанные с инвестиционной деятельностью, деловым климатом, экспортным потенциалом, сельскохозяйственным производством, туризмом, проблемами санкций, все эти проблемы для Крыма с Абхазией общие. Поэтому нам исключительно важно вместе с вами обмениваться опытом, обмениваться мнениями. И в развитии нашего подписанного соглашения, которое упоминается в письме главы Республики Крым, я привез обстоятельные, серьезные планы совместных мероприятий, которые я с удовольствием передам нашим абхазским друзьям и партнерам. План реализации соглашения, который состоит из 10 разделов и 47 пунктов. Это действительно серьезный, большой документ. Мы предлагаем провести уже в январе следующего года совместную крымско-абхазскую комиссию, чтобы рассмотреть все вопросы, которые нас интересуют. И надеемся, что мы сможем записать наши крымско-абхазские современные скрижали, такие
обстоятельные вещи, которые через следующие 2000 лет позволят нашим потомкам сказать, что наши предки хорошо работали. И все-таки они порешали те проблемы, которые перед ними стояли. Мира вам, счастья, берегите ваших детей. Спасибо. Уже сегодня мы выходим с реальными цифрами, с реальными проектами, с реальными рабочими местами. Это только начало. Я надеюсь, более того, я уверен, что уже к следующему форуму те проекты, которые мы сегодня намереваемся подписать, они уже будут реализованы, мы будем подписывать уже целый ряд новых проектов. Это новая веха во взаимоотношениях Российской Федерации и Республики Абхазия. Веха наполнена уже таким реальным содержанием, где реализуется ряд серьезных программ по кредитованию бизнеса, по привлечению инвестиций. Вот в этом направлении я хотел бы первую часть выступлений, с вашего позволения, считать законченной и предложить приступить к процедуре подписания. Открывается церемония подписания. Подписывается соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Абхазия между правительством Абхазии и обществом с ограниченной ответственностью Экотехноменеджмент Групп. От лица правительства Абхазии соглашение подписывает премьер-министр Республики Абхазия Барцыц Беслан Константинович. От лица Экотехноменеджмент Групп соглашение подписывает генеральный директор Примак Олег Анатольевич. Подписывается договор займа между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» и обществом с ограниченной ответственностью «Осетр». От российской стороны подписывает генеральный директор компании «Инвестиционное агентство» Шиманаев Алексей Андреевич. От абхазской стороны подписывает документ генеральный директор компании «Осетр» Ачба Лев Николаевич. Подписывается договор займа между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» и обществом с ограниченной ответственностью «Зарубежкомплект». От российской стороны подписывает генеральный директор компании «Инвестиционное агентство» Шиманаев Алексей Андреевич. С абхазской стороны подписывает директор компании «Зарубежкомплект» Анкваб Русик Астамурович. Подписывается договор займа между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» и обществом с ограниченной ответственностью компании «Зодиак». От российской стороны подписывает генеральный директор компании «Инвестиционное агентство» Шиманаев Алексей Андреевич. С абхазской стороны подписывает генеральный директор компании «Зодиак» Канджария Амра Алексеевна. Подписывается договор займа между обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционное агентство» и обществом с ограниченной ответственностью «Кындык Агро». От российской стороны подписывает генеральный директор инвестиционного агентства Шиманаев Алексей Андреевич. От абхазской стороны подписывает директор компании «Кындык Агро» Когоня Алик Михайлович. Подписывается соглашение о сотрудничестве между государственной компанией «Апсныр-Гылара» и обществом с ограниченной ответственностью «Внедрический центр стройинноваций». Со стороны государственной компании «Апсныр-Гылара» соглашение подписывает генеральный директор Казанба Игорь Петрович. Со стороны Внедренческого центра стройинноваций соглашение подписывает председатель Совета директоров Лещиков Валерий Андреевич.